Сказал один старинный бородатый анекдот советских времен, когда с огромной помпой отмечалось 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции в 1967 году. Я это хорошо помню, мне уже было 12 лет тогда. Так вот, тогда ходил анекдот о том, что царю Николаю II решением Политбюро ЦК КПСС решили присудить орден Октябрьской революции. За что? За создание в стране революционной ситуации. Вот примерно я думаю, такими же примерно критериями руководствовались наши члены жюри, наши эксперты, когда номинировали Владимира Путина в качестве катализатора. То есть, на самом деле, если бы не было Путина, то не было бы белого альбома, например, не было бы тех же Pussy Riot, не было бы огромного количества замечательных песен, вроде тех, которые только что исполнил Вася Шумов. Так что спасибо Путину за это, как говорят в народе. Я еще ничего не исполнил. И, наконец, обладатель грязного баритона Василий Шумов. Василий Шумов, по-моему, Вась, ты был катализатором прошлого года или нет? Я не помню. В Питере. В Питере. Был, не был, я не помню. Мне фарфоровую овчарку дали. Отлично. Значит, в прошлом году в Питере Шумову дали фарфоровую овчарку, вот, но он на этом не успокоился, вот, и в погоне за деревянным волком сотворил, надо сказать, фантастический абсолютно проект под названием «Белый альбом». Ну вот, итак, теперь объявляется наш лауреат, и лауреатом становится Василий Шумов. Василий Шумов, который, не забывая о том, чтобы сочинять собственные песни и даже выпускать их на пластинках, вершит какие-то удивительные дела. Вот что значит, парень прожил 20 лет в Америке, да, то есть напитался вот этой вот госдеповской энергетикой, да, и калифорнийским солнышком, и делает тут какие-то очень затейливые вещи, делает при этом это очень рьяно, профессионально, и что самое удивительное, что у него все здорово получается. Василий, хотел бы сказать пару слов по поводу своего лауреатства? Да, я, конечно, очень польщен, потому что в номинации были достойные конкуренты. А также я бы хотел, если это в связи с проектом «Белый альбом», то «Белый альбом» был абсолютно таким коллективным, молниеносным и, как вы видите, удачным мероприятием. В первую очередь, если вы знаете, что «Белый альбом» он опубликован в интернете на сайте publicpost.ru. Редакция этого издания явилась, наверное, единственным из энного количества ресурсов, с кем я общался по поводу публикации «Белого альбома», которые не испугались или не привели какие-нибудь резкие самоотвод из-за того, что у них инвесторы не хотят лезть в политику, или там еще что-то у них, и так далее. Поэтому сайт Public Post, я считаю, что полностью имеет отношение к тому, что вот я стал катализатором, а также сам Артемий Троицкий, Александр Лепницкий, который... Саш, встань, пожалуйста, Саш, если вот Александр Лепницкий тоже принимал самое непосредственное участие в альбоме. И у нас на альбоме, наверное, вот уже сегодня к вечеру уже будет 350 или более участников, потому что Артем, я не знаю, что делать, треки поступают, и поступают, и поступают. Спасибо Путину за это. Вот, в принципе, и все, так что... А сейчас Василий песню споет.